Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Семье, пострадавшей от пожара в селе Бедия, будет оказана помощь. Информация о том, что провод линии Ачугара упал на дом, не соответствует действительности. Не стал доктор экономических наук, профессора, академик Академии наук Абхазии, директора Института экономики и права Заура Шалаша. У православных христиан начался Великий пост, который продлится до 4 мая. Какие правила нужно соблюдать и что нельзя делать в Великий пост? Аслан Джания поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России. Народ Абхазии практически единогласно поддержал вашу кандидатуру, что подтверждает нерушимые связи, дружбы и сотрудничество между нашими государствами, основанные на общих исторических, духовных и культурных ценностях. Наша победа, ваша победа – это не только победа России, но и большей части мирового сообщества, что свидетельствует о международном признании ваших усилий на пути к установлению нового справедливого миропорядка, как говорится в тексте поздравления. Члены делегации Народного собрания Абхазии, осуществлявшего миссию иностранных наблюдателей в ходе выборов президента Российской Федерации, по итогам своей работы направили соответствующее заявление в Центральную избирательную комиссию России. Заявление было озвучено в рамках пресс-конференции, которую провели в ЦИК Адгур Харази, Ахра Пачуля, Бадрик Пилия и руководитель аппарата парламента Республики Абхазия Вадим Бжания. Депутаты Народного собрания в частности отметили, что весь процесс выборов прошел в строгом соответствии с международными нормами и стандартами избирательного права, а также с соблюдением Конституции и федерального закона о выборах президента Российской Федерации и других законов, регулирующих выборы в России. Рано утром 18 марта произошло аварийное отключение воздушной линии Ачугара, из-за чего часть Абхазии осталась без света. На место сразу выехала бригада специалистов, а также министр энергетики и транспорта Джансух Нанба и руководители Черноморэнерго. По результатам проверки будет дана дополнительная информация. В селе Первая Бедия сгорел двухэтажный дом. На момент приезда пожарных строение было полностью объято огнем. Несмотря на усилия пожарных, дом полностью выгорел. Пострадавших нет. Как сообщает первый вице-премьер, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, президентом и премьер-министром даны поручения об оказании содействия семьи пострадавшего от пожара. Специалисты управления капитального строительства ведут обследование дома, составляют проектно-сметную документацию. При этом Джансух Нанба подчеркнул, что информация о том, что на дом упал провод воздушной линии Ачугара и поэтому произошло возгорание, ложная. По его словам, профильные службы занимаются выяснением истинной причины случившегося. Сегодня, 18 марта 2024 года, поступила информация о возгорании жилого дома в Аткварчальском районе. По факту, мы выехали на место, сейчас находимся здесь. Все уполномоченные службы работают в штатном режиме. Министерство по чрезвычайным ситуациям, Энергонадзор проводит свою часть работы. Сейчас подъедут представители управления капитального строительства. Здесь на месте находятся представители и руководители компании Черноморэнерго. Все силы направлены сейчас на следующие задачи. Первая задача – это установить причины возникновения возгорания. Далее, учитывая, что в доме проживала семья, предприняты все меры по оказанию содействия. На данный момент определено временное размещение семьи, они будут располагаться у родственников. Далее администрация города берет под свой контроль организацию процесса сбора всех документов, то есть всех актов. Произошедшее здесь будет заактировано. Есть поручение высшего руководства страны, президента, премьера-министра
подготовить все документы и в кратчайшие сроки представить в правительство для принятия соответствующего решения по оказанию содействия пострадавшей семье. По поводу причин, на данном этапе можно с уверенностью сказать, что высоковольтная линия Ачигбара, вот мы ее видим, она не обваливалась, то есть она на месте. Более того, по ней уже восстановлен переток, она под напряжением. Но конкретно о причинах возникшей ситуации нам сообщат эксперты. Мы будем тщательно разбираться в случившемся, ну и независимо от причин возникновения, соответствующие меры в отношении пострадавшей семьи будут приняты в ближайшее время. С 18 по 20 марта включительно к существующему графику верных отключений вводятся дополнительные ограничения на 1 час, сообщает Черноморэнерго. Уточняется, что решение принято из-за прекращения соцперетока из России. Несмотря на то, что Черноморэнерго закупила ночной переток, его объем недостаточен. Уровень воды в Джварском водохранилище также слишком низкий, чтобы Ингургэс работала полноценно, говорится в сообщении. Дополнительные ограничения вводятся по всей республике в вечернее время суток. Абхазская наука понесла тяжелую утрату. На 68-м году ушел из жизни доктор экономических наук, профессор, академик Академии наук Абхазии, директор Института экономики и права Заур Шалаша. Эта новость болью отразилась в сердцах всех, кто знал Заура Ивановича. Как признаются его друзья и коллеги, в его лице абхазская наука лишилась очень серьезного специалиста, которого будет тяжело заменить. Заур Шалаша – автор более 170 опубликованных работ, изданных как в Абхазии, так и в России, США, Казахстане, Турции и Мексике. Принимал активное участие в разработке стратегии социально-экономического развития Абхазии. Будучи депутатом Народного собрания, возглавлял комитет по бюджету и экономической политике. Заур Иванович – один из учредителей Сухумского открытого института, созданного в 1997 году. Все, что делается, должно быть во благо общества, во благо государства. Все, что делается, должно быть во благо общества и государства. С таким девизом шел по жизни ученый, директор Института экономики и права Академии наук Абхазии Заур Шалаша. На благо своей страны Заур Иванович трудился всю жизнь. Он автор более 170 научных работ и 8 монографий, изданных в Абхазии, России и США. Мы, занимаясь чем-то, мы всегда должны думать не только о себе, и о наших детях, и о наших старших. Думая о будущем поколении, о молодежи, преподавая долгие годы в Абхазском государственном университете, а затем в Сухумском открытом институте, в становление которого Заур Шалаша вложил много сил, ученый прививал любовь к науке студентам, которые не могут поверить, что их любимого наставника не стало. Ведь сегодня понедельник, а это значит, что у студентов 3-го курса направления подготовки «Таможенное дело» первая лекция должна была быть у Заура Ивановича. Первая лекция должна была быть у Заура Ивановича. Он как раз сказал, что будем отвечать. На прошлой неделе у нас курсовая у него, и он говорит, значит, я уже неделю жду, вы никак не определились, Заур Иванович, мы на следующей неделе точно определимся. Вот так тянули, вот и так и не определились. На прошлой неделе он говорил за всех своих студентов, что вот они у меня защищают дипломные, там, курсовые, все. И он говорит, я вас вижу в будущем, что вы будете такие же, как и мои студенты, которые работают уже, чиновники. Видеть потенциал в каждом своем студенте, помогать, поддерживать – таким был Заур Иванович. Он всегда был готов дать совет и даже поделиться своей ручкой с учениками. Забыл вот в маршрутке ручку и попросил у него ручку. Он мне отдал свою ручку, это было буквально на прошлой неделе, вот честно вам говорю.
отдал мне свою ручку, и я ему не вернул как эту ручку в кабинет. Мне ему вот одногруппник говорит: Дима, вот почему ты не вернул? Я говорю: вот, на следующей неделе верну, говорю. И так получилось, сегодня я нашел эту ручку у себя, ее принес сюда. Ну, вернуть я ее не смог. Очень добрый, очень справедливый. Всегда нам дал какие-то жизненные советы. Не только по учебе. Вообще, даже в каких-то там семейных делах вообще мог подсказать любой вопрос на самом деле. За время создания Института экономики и права Заур Иванович подготовил 7 кандидатов экономических наук. Работу в этом направлении он не успел завершить, впрочем, как и во многих других. Как говорят, вот, а уюден в слаге убри яхто и ухаро. Убри и яхто агарат гюбаха. Мы знали, что если что-то мы не так не сделаем, он все это подправит, почистит, и самым лучшим образом это будет представлено народу. Он вообще успел везде себя проявить самым высоким образом. И если это образовательный процесс, и там он достиг таких высот. Сколько людей, которые сегодня занимаются государственным строительством, просто занимаются бизнесом, прошли через его руки, да, в которых он вложил все свои знания, свой ум, свою теплоту. Вот вчера мы были в этот день, когда вот он ушел из жизни. Просто невозможно было такая очередь. Студенты бывшие, и нынешние, и друзья, и коллеги. Ну, в общем, вся Абхазия, по-моему, скорбит о том, что произошло. Мне, конечно, хочется очень многое рассказать о Зауре Ивановиче, потому что каждый день его работы, каждое его исследование – это свой определенный вклад в развитие абхазской национальной науки. Но мне, наверное, еще хочется очень подчеркнуть то, что он, помимо того, что сам занимался исследованиями, мы все собрали в институте очень интересный, хороший состав, коллектив, которые развивали абхазскую науку на международном уровне, которые внесли свой определенный вклад. Несмотря на не очень хорошее зрение, в 1992 году Заур Шалашов пошел на фронт защищать родину вместе со своими студентами. В послевоенное время он снова занялся наукой, защитил докторскую в МГУ. Потом вместе с коллегами начал восстанавливать университет. По его инициативе были созданы Институт экономики и права, Сухумский открытый институт. Пошли восстанавливать свой университет, потому что мы там работали и не представляли себе без университета жизни. Он пришел и восстанавливал то направление на экономическом факультете, которое он возглавлял до войны. И вот создали кафедру менеджмент. Он собрал по крупицам профессорско-преподавательский состав под своим руководством. Вот. Он способствовал тому, что вот идея, которую мы с ним вынашивали, допустим, кафедра финансовый кредит, она создана вместе с ним. Я с ним как бы оговаривал эту идею, потом при поддержке Олега Алексеевича эта кафедра была создана, финансы и кредит. И он тоже приложил к этому свои и руки, и сердце, и свой профессионализм и связи. Потом мы считали, что должно было быть альтернативное высшее образование. Создали Сухумский открытый институт. В этом его поддержал Владислав Григорьевич Ардзенба. Он лично к нему ходил и получил поддержку. И вот благодаря этому сегодня есть у нас альтернативное высшее образование. И здесь большое количество людей прошло через этот вуз. И специалисты в области налогов, специалисты в области курортов и туризма, специалисты в области экономики и права. Я думаю, мы выпустили, он, благодаря его организации, мы все вместе, он нас собрал, всех тех, кто так или иначе служит этому делу. Но о нем можно говорить бесконечно. Я не знаю, я боюсь что-то упустить, но это человек с большой буквы, человек, который мог бы еще столько принести этой стране. Очень жаль, что такие люди уходят. Нас и так мало, а такой человек, я его считаю Ломоносовым, человек, который вышел из села и достиг таких высот. Я думаю, что это непросто, но он это сделал себя сам. Заур Иванович старался затронуть почти все направления – культуру, спорт, образование. Сегодня люди нуждаются, чтобы их дети ходили в школы,
очаги культуры, чтобы их мы воспитывали. То есть вас это касается всех в здоровыми физически, в том числе и спортивно подтянутыми и так далее. В людях Заур Шалаша оценил честность, трудоспособность и добросовестность. Казалось, что ему все дается легко, делятся коллеги. Он никогда не жаловался, просто говорил, что немного устал и продолжал работать. Он смотрел на жизнь очень философски. Без трудностей не бывает, жаловаться на них не стоит, лучше их преодолевать. Но все казалось очень просто. То, когда он делал, казалось, что это так просто. Но, видать, не просто. Все это было в душе, и, наверное, сердце не выдержало каких-то проблем. Заур Шалаша был депутатом парламента Республики Абхазия второго созыва, возглавлял парламентский комитет по бюджету и экономической политике. Заур Иванович, автор множества законопроектов, принимал активное участие в разработке концепции социально-экономического развития Абхазии за 2005 год и стратегии социально-экономического развития республики до 2025 года. Шалаша выступал с научными докладами на многих научно-практических конференциях, проводимых в Абхазии и России. Мы провели совет, наметили определенные направления в развитии этого вуза, в развитии Института экономики и права. У него очень большие связи в научном мире, в Российской Федерации. Он там оканчивал вуз, там он защищался в МГУ. Я думаю, это не просто. Вы можете себе представить, какие там требования. И у него очень большие научные связи. И очень часто его приглашали на конференции, и обязательно он это рассылал нам, чтобы мы тоже могли участвовать. Благодаря вот его такой поддержке, постоянному вниманию у нас тоже есть публикации, есть монографии. И, честно говоря, защиты по экономической специальности благодаря его связям. Он приглашал, там же должен быть определенный состав, количество докторов, кандидатов наук. Вот благодаря его связям эти научные советы по защите кандидатских диссертаций были организованы, и мы смогли провести здесь защиты на базе Института экономики и права Академии наук Абхазии. Это его заслуга. Выходец из села Чулол Заур Иванович с отличием окончил факультет экономики и права Университета дружбы народов. Он также получил второй диплом переводчика-референта испанского языка. Институт экономики и права, в котором с самого начала Заур Иванович был директором, невозможно представить без ученого. Учреждением все эти годы ведется большая работа. Конечно, огромная потеря, утеря такого блестящего ученого, организатора. За эти 5 лет работы смогли создать условия сотрудничества с более 11 научными образовательными учреждениями Российской Федерации. Это, конечно, очень большие достижения за такой короткий срок. И у нас было много планов, он столько говорил и столько предлагал всегда. По словам коллег, каждый день к ученому приходили новые идеи. Он готовил научные материалы, исследовал отдельно районы Абхазии. Недавно планировал писать материалы по Ткварчалскому району. Заур Иванович боялся что-либо упустить. Его активность проявлялась во всем. На телевидении он был любимым гостем, тем, кто всегда легко и свободно шел на контакт. Ему всегда было что рассказать и проанализировать. Это интервью наша съемочная группа записала 17 марта на одном из избирательных участков в городе Сухум. Гуана Гарала Яхия имя Пусва Алхраква, Урстула Ахада Ялхра, Хабхарапия Кыршукса Хабха Айцо, Дара Урстула Хала Мацаракумка, Харабснигахнала Цанегирт, Ажит Совет Хунткараква Ихаз, Чей Дизкуло Мачмачил, Буртер Захан Загиман Шалахот из Банта, и Урстула имя Птагабот, Аусква, Даарадза Юхо, Я Хакуршин Загизаги, Абри. Ейд кыла нюхо загизаги маташара хайрхо, загурстул из-за чагыла зуброб из банда дархато, уанзаиха еще ктыргылас,
аусқәа рымҳәа порядок рҳәон, убыс ицон, аха иахьа Азиа, Африка, Латинская Америка уҳама уажәы ҳаҳганахь иуҳәозар Аԥсны, Южная Осетия ҳҳәот, агьырҭ урҭ имаҷӡам уажәы, абри иаҳа-иаҳа Урыстәыла иадгыло рацәахоит. Через считанные часы Заура Ивановича Шалаша не стало. Он мог бы еще многое сделать для страны, но не успел. Уход ученого – большая потеря для абхазской науки и народа. Гугу Цавардания, Алексея Гухава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Спикер парламента Алаша Ашуба выразил соболезнования родным и близким по случаю смерти Заура Шалаша. Заур Иванович внес большой вклад в развитие абхазской экономической науки. Он принимал участие в разработке многих законопроектов и различных социально-экономических государственных программ. В качестве эксперта внес вклад в осуществление экономического и правового мониторинга законодательных и иных нормативных правовых актов в Республике Абхазия. Светлая память о Зауре Ивановиче Шалаша навсегда останется в сердцах его близких, многочисленных друзей, студентов, коллег и однополчан. Всех, кто знал и ценил неутомимую энергию и широту души этого человека, говорится в соболезновании. В связи с кончиной доктора экономических наук, профессора, академика Академии наук Абхазии, доктора Института экономики и права Заура Шалаша создана Государственная комиссия по организации похорон под председательством президента Академии наук Абхазии Зураба Джапуа. Прощальная церемония состоится 19 марта в Доме учителя в Сухуми с 10 до 14 часов. «Экономика после признания» – так называется передача абхазского телевидения с участием Заура Шалаша. Ученый, экономист всегда верил в будущее Абхазии, в ее потенциал. Он не сомневался, что нашему народу любая задача по плечу. Смотрите интервью в нашей сегодняшней программе. А сейчас небольшой отрывок. Сегодня Абхазия, уже могу этим завершить, имеет очень большие, хорошие перспективы для процветания экономического, социального, культурного и так далее. Много-много чего достигнуто. Но еще лучше будет, когда в обществе будет взаимопонимание между властями и обществом, политическими партиями, движениями. Все граждане и государства должны следовать одной глобальной цели. Это достижение, построение суверенного, независимого, демократического государства, где человек будет себя чувствовать достойным и счастливым, а государство будет процветать. Для этого нужно, конечно, согласованная экономическая, в том числе стратегическая политика между государственными органами власти, местными органами самоуправления и госуправления, а также всеми участниками политического процесса. И в этом плане уверен, что у нас все получится. У православных христиан начался Великий пост. Он длится 48 дней и готовит верующих к главному празднику Светлой Пасхи. Великий пост – это особое время. В этот период верующие отказываются от ряда продуктов и ограничивают себя в развлечениях, уделяя больше времени молитвам, причащению и духовной жизни. Дата Великого поста ежегодно меняется в зависимости от того, когда будет Пасха. В этом году Великий пост начинается 18 марта и заканчивается 4 мая. Какие правила необходимо соблюдать и что нельзя делать в Великий пост в материале Алики Трапш. Ачгараду, аяша хазарат чигаракварах зигриха акыраамта ицо игъуҳәа иԥхьаӡоуп. Акирсиан дин хазара мҩаԥызго зегьы амшаԥныҳәа ааира, ҩынҩажәи аабамшы шагу ачгараду иҵалоит. Рыцхәла иара есышықәса аҽаԥсахуеит. Амза агыларала ирыԥхьаӡоит. Зны изааны жәабранымза инаркны иалагоит, зны ихьшәаны. Сынтәа акирсиан динхаҵаҩцәа чгалоит хәажәкыра жәаа инаркны лаҵара ԥшьбанӡа. Анцәа дхазҵо ачгараду адоуҳатә ааԥынра ҳәа азырҳәоит. Избанзар ааԥынразы адунеи аԥсабара зегьы аҽшеиҭанакуа ишҿыцхо еиԥш анцәа дхазҵогьы адоуҳатә ҽеиҭакра рҽазыҟарҵоит.
Великий пост установлен в память 40-дневного поста Иисуса Христа, который вскоре после своего крещения удалился в пустыню и постился там, а также в память 40-дневного поста Моисея и Илии. Великий пост состоит из 40-дневного поста Четыредесятницы и поста Страстной Седмицы ради спасительных страстей Христовых. Слово великое, большое, самое большое. Почему? Потому что и по продолжению дней, и по всему не столько это имеется в виду физические какие-то дни, а духовное такое наше преобразование, наша вера, как мы готовимся к этому величайшему событию для всего рода человеческого, это воскресение. Нет смертей, бессмертие. Христос, истинный Бог наш, показал нам, Бог Отец послал нам Сына Своего для того, чтобы нас убедить в этом бессмертии. Великий пост начинается после прощенного воскресения. Он длится 48 дней и завершится в этом году 4 мая. Верующие христиане соблюдают посты, чтобы очистить тело и душу перед значимыми праздниками. Великий пост считается самым важным и самым длинным, так как он должен подготовить человека к празднику Светлого Христового Воскресения – Пасхи. Во время поста помыслы верующих должны быть чистыми, обиды забыты, а среди повседневных дел непременно должен быть добрый поступок. Мы говорим православных христиане, мы должны быть как Христос. Что делал Христос, что сказал, это Слово Божие, которое для нас является фундаментом. Это камень, это кифа, на котором можно стоять и достичь вечной жизни. Жизнь не заканчивается смертью, это начало. Великий пост считается самым строгим. В эти дни по церковному уставу из рациона исключаются не только мясо и молочные продукты, но и рыба. Однако главная цель не ограничение в питании, а духовное очищение. Это время для покаяния и молитвы. Что мы слышим в символе нашей веры? Верую в Господа, Творца неба и земли. Но последние слова, которые являются для нас символом нашей веры, это воскресение мертвых, ожидаю воскресения мертвых и жизнь будущего века. Аминь. Поэтому мы должны готовиться. Это что? Смирение, воздержание. Это такое может произойти с каждым из нас. Кто-то может обидеть, оскорбить, унизить. А как мы отвечаем на все это? Смиренно и без всякой злобы, без всякого коварства. Вот это и есть самое главное во время Великого Поста. Человек должен как-то очень понять, что он есть образ и подобие Бога. Терпеть, смиряться и жить по закону Божьему, чтобы встретить величайшее событие воскресения. Во время поста в храмах совершаются особые службы. Даты начала и окончания Великого Поста из года в год меняются. Однако зависит от того, на какое число выпадает главный христианский праздник Пасха. В 2024 году ее отметят 5 мая. Алика Трапштимулгохия, Абхазское телевидение. 19 марта с полуночи до 18 часов будет прекращена подача воды в районах вокзала, Виема, Маяка, на Старом поселке, Нагорной, в центральной части города. Об этом сообщает столичный водоканал. А сейчас прогноз погоды. По сообщению гидромедцентра, во вторник, 19 марта, на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и днем без осадков, вечером возможен дождь, туман. Температура воздуха ночью плюс 4,9, днем плюс 10-15, температура морской воды плюс 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.